Накануне в мире отметили Международный день детской книги. Праздник утвердили в 1967 году. Дата выбрана не случайно. 2 апреля родился великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Специалисты убеждены, что сегодня читательский интерес, вопреки всему, не пропал. Одно из крупных издательств Северной Осетии, ИР, выпускает детскую литературу разных жанров, как на русском, так и на остинском языке. В год издают около 60 книг, среди них и социально значимые. Сотрудники издательства отмечают, дети редко выбирают те произведения, которые предусмотрены школьной программой. Чаще читают что-то для души. И наряду с классиками детской литературы все больше популярность приобретают современные авторы. Фотоальбомы мы планируем. Это детская литература интересная и на остинском языке, и на русском языке произведения, тоже красочные, иллюстрированные и так далее. В тесном контакте с комитетом по печати тоже у нас реализуется ряд проектов, тоже разной направленности и для взрослой, и для детской аудитории. Выбирая книгу, по словам сотрудников книжных магазинов, детей привлекает не столько текст, сколько наличие красочных иллюстраций. Чтобы заинтересовать юного читателя, издательства идут на хитрости. В ход идут необычные форматы, яркие картинки и головоломки. Книги в основном очень красочные, иллюстрированные. Им же интересно. Вот они поэтому просят родителей купить. Сказки то разные, там есть такие стишки, вот, которые в садик ходят дети. Те дети, которые ходят в садик, для них это стишки интересны. К моему удивлению, у нас книги очень хорошо идут.